1944 году за мужество и героизм, проявленный в белорусской операции, майор Кобяков Иван Григорьевич удостоен звания Героя Советского Союза. Над танком развивается историческое боевое красное знамя Казанского танкового училища, как напоминание каждому из бойцов и командиров части об их священном долге преданно служить Родине. Танк Т-34-85 колхозник Татарии назван в честь танковой колонны, состоящей из 200 танков, переданной тружениками Татарстана фронту в 1943 году. Данный танк был восстановлен в 2020 году военнослужащим Казанского танкового училища Евгением Алексеевым. Тяжелый советский танк ИС-3 назван в честь прославленного танкиста Зиновия Колобанова, который за время одного боя подбил 22 вражеских танка. Проходит советская противотанковая самоходная артиллерийская установка Су-100 периода Второй мировой войны класса истребителя танков. Самоходная установка названа в честь уроженца Верхнеуслонского района республики, Героя Советского Союза, танкиста АСА Семена Коновалова, наводившая ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. Миллиметровой автоматической зенитной пушкой АЗП-30 войны для подвоза боеприпасов, продуктов питания и другого военно-технического имущества. Мотоцикл МВ-650 служил для перемещения и выполнения диверсионно-разведывательных задач. Проходит бронетранспортер БТР-80А, предназначенный для поддержки и транспортировки мотострелковых войск на поле боя. Других боевых задач на данный момент активно применяются в зоне проведения специальной военной операции.